Привет, это новый выпуск проекта «Наизнанку», и я его ведущий Рамазан Алпаут, редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода». Крымская и крымско-татарская тема почти исчезла из немецкого медиапространства и всплывает лишь в контексте войны, говорит директор Института кавказских татарских туркестанских исследований Мисте Хотоп Рикке. Несмотря на российскую информационную блокаду, которую полуостров переживает с 2014 года, крымско-татарские активисты, немецкие исследователи и правозащитные организации продолжают добиваться присутствия крымско-татарского вопроса в европейском информационном пространстве. ИКАТАТ инициирует кросс-медиа-проекты, которые подразумевают выпуск документальных фильмов, издание исследовательских работ. Среди них вышедшая в 2025 году книга «Крымские татары. История, культура, политика». О своей работе Мисте Хотоп Рикке и его коллега Эльнара Нуриева-Летова рассказали в интервью на немецком языке. Мы же, в свою очередь, предлагаем вам послушать на русском языке эту беседу. Доктор Мисте Хотоп Рикке, специалист по германо-татарским отношениям и директор Института кавказских, татарских и туркестанских исследований ИКАТАТ. С 2005 года вице-президент Общества содействия Восточной Европе, член ГТОТ, Германского восточного общества и партии «Зеленые». Сейчас он разрабатывает проекты для Института имени Георга Эккерта, связанные с оккультурацией и деколонизацией через крымско-татарские культурные артефакты и образовательные медиа, а также руководит совместным проектом Украинского института в Киеве и ИКАТАТ, АВДЭТ и Кайтарма. Эльнара Нуриева-Летова, крымско-татарская активистка, авторка и публицистка. До переезда из Крыма в Киев в 2014 году она работала менеджером проектов в американской IT-компании. С 2014 года живет в Берлине. Нуриева-Летова – проектный менеджер медиапроекта «Джемаат», младший научный сотрудник ИКАТАТ, координатор по Крыму в Обществе защиты угнетенных народов, а также заместитель председателя Крымского культурного центра «Кермен» и Ассамблеи крымских организаций. Она сопродюсер документальной серии «Следы часу», «Следы времени», соавтор книги «Крымские татары. История, культура, политика» и первая лауреатка премии Ханифе Шефики Сабрие. В Германии и Австрии сейчас проходит кросс-медиа-тур, посвященный крымским татарам. Как он возник и кто его участники? Некоторым коллегам, например, Эльнаре Нуриевой-Летовой и другим коллегам из сфер крымско-татарских, восточноевропейских исследований по Украине, все время бросалось в глаза, что хотя в Германии живет много людей крымско-татарского происхождения, у немецкого населения практически нет никаких знаний о них. Обнаружив это, мы были удивлены. Как же так? До сих пор не было ни одной книги о крымских татарах на немецком языке. Это и стало началом этой проектной работы. Ведь на английском, русском, турецком и других языках книги о крымских татарах есть, а на немецком нет. Хотя есть немецкоязычное пространство, есть экспертиза, то есть специалисты здесь имеются. Кроме того, существует глубокая традиция тюркологии и востоковедения в немецкоязычных странах. В Австрии и Швейцарии такая школа может не так сильно развита, но в Германии с этим точно хорошо. И мы использовали все это как ресурс и посмотрели на нашу сеть. Кто у нас есть в Добруджи, это историческая область на севере Балканского полуострова, на территории современных Румынии и Болгарии, кто есть в Турции, в Оттаве, в Лос-Анджелесе, в Стокгольме и так далее. Так сеть постепенно росла, мы привлекали финансирование, писали множество заявок, потому что все, что мы делаем, по сути, является волонтерской работой. Мы делаем это как фрилансеры. Иногда нам все же удается получить немного денег, но в силу ограниченности финансирования из этого никогда не получается сделать полноценную работу для вовлеченных волонтеров. Это всегда нестабильная работа. Поэтому мы собрались и запустили этот проект. Одним из наших принципов всегда было не говорить и не писать о крымских татарах без них, а работать вместе с ними. Это наш принцип, и он хорошо сработал. Такой же подход у нас к инклюзивности разных поколений. У нас собрались исследователи разных возрастов. И такой же подход у нас к вовлеченности разных структур.
Итак, мы пригласили в проект Общество защиты угнетенных народов, которое почти 60 лет занимается крымско-татарской тематикой, еще со времен, когда существовала Берлинская стена, и другие НКО. В итоге получилась группа из молодых исследователей крымских татар, ученых из числа представителей старшего поколения и опытных немецких НКО. Вот вы сказали, что в Германии много крымских татар, а есть ли какая-то статистика государственная? К сожалению, таких данных нет. У нас есть только социологические оценки. Мы знаем, что в Турции живет от 4 до 6 миллионов людей крымско-татарского происхождения. Мы взяли эту пропорцию и прикинули, сколько выходцев из Турции, бывших гастарбайтеров, имеют крымско-татарские корни. В Германии это примерно 200 тысяч человек. К ним добавляются нынешние беженцы, которые прибыли в ФРГ после аннексии, оккупации и после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Таким образом, получается примерно 220 тысяч человек крымско-татарского происхождения. Но активны, конечно, только несколько тысяч, потому что большинство людей крымско-татарского происхождения, приехавших из Турции, уже давно имеют немецкое гражданство, говорят по-немецки и так далее. Хотелось бы понять, что означает термин «кросс-медиа» в рамках вашего проекта. Это наличие онлайн-медиатеки и серии документальных фильмов. При этом проблема всегда одна – бюджет. Мы бы хотели иметь уже 7 или 8 фильмов, но пока у нас был бюджет только на 3. Но их хорошо принимают. И они, как мы считаем, получились очень качественными. Поэтому медиатека пока еще в процессе создания. Но сейчас все движется немного быстрее, потому что 2 недели назад мы начали новое совместное дело с Украинским институтом в Киеве. В рамках этого проекта идет цифровизация и создание медиатеки. Ильнара будет ответственным человеком за IT и все, что касается сайта, когда мы будем сканировать материалы, загружать аудио, видео и так далее. Вот именно это подразумевается под кросс-медиа. Кросс-медиа означает, что мы инициируем, сопровождаем или участвуем во множестве многоязычных и децентрализованных мероприятий, от Литвы до Германии, от Австрии до Швеции, в самых разных форматах. Это требует большого объема перевода, посредничества и обмена, поскольку рабочие процессы в разных культурах различаются. Для таких кросс-медийных подходов также нужна техническая и логистическая координация и многое другое. Международная ситуация и в особенности геополитическая обстановка вокруг аннексированного украинского полуострова остаются крайне напряженными и динамичными. Какую роль в этом контексте играют подобные инициативы, как вы их называете, инициативы на стыке науки и культуры с участием крымско-татарской диаспоры? Я думаю, значимость таких инициатив невозможно переоценить именно потому, что они строят мосты между разными сегментами общества и разными людьми. Мы заметили, что после аннексии 2014 года Крым и крымские татары находились в повестке СМИ 3-4 месяца. И затем все снова сошло на нет. А сейчас, когда мы слышим о плане Трампа и читаем о том, что обсуждается, нигде крымские татары не фигурируют. И поэтому мы считаем, что такие проекты, которые мы можем делать вместе, чрезвычайно ценны. Они позволяют донести до людей знания о крымских татарах, о ситуации в Крыму, а также о немецко-крымско-татарской истории. И впервые на немецком языке. Мы только что услышали от гостей мероприятия, в котором участвуем сегодня, что они не знают английского, и что просто отлично, что теперь есть такая большая книга на немецком. Да, я тоже заметил, что в СМИ не так много информации о крымских татарах, но, например, в русскоязычных региональных медиа, в том числе в тех, которые находятся в изгнании, информации довольно много. Например, по данным Крымско-татарского ресурсного центра, 277 политических заключенных из Крыма находятся в российских тюрьмах. Из них 157 представители крымско-татарского народа. Предполагает ли ваш проект привлечение внимания к таким фактам?
Безусловно. Во-первых, актуальные тексты о правах человека включены в журнал «Für Vielfalt». Это означает «за разнообразие». Это было своего рода ядро нашей книги. Во-вторых, за книгу и весь проект отвечает Общество защиты угнетенных народов в сотрудничестве с нашим институтом и с крымско-татарскими НКО. Поэтому мы всегда обращаем внимание и на актуальную информацию. Сегодня на мероприятии как раз звучали эти свежие цифры. И, конечно, мы используем статистику председателя правления Крымско-татарского ресурсного центра Эскендера Бариева и его организации. Эскендер Бей сейчас тоже находится в Германии на конференции в Берлине. Так что да, безусловно, для нас важно постоянно оставаться в курсе. И помимо культуры, истории и науки, мы всегда обращаем внимание на ситуацию с правами человека, на актуальные данные и так далее. Вы сказали, что в Германии есть крымско-татарские организации. В Западной Европе после российской аннексии 2014 года возник целый ряд крымско-татарских инициатив, например, в Бельгии, Польше и в Чехии. Какие организации действуют в ФРГ и в каких направлениях они работают, Эльнара? Существуют небольшие инициативы, которые занимаются исключительно культурной деятельностью, например, организуют выставки и концерты. Другие совмещают культурные проекты с работой в сфере прав человека и политическим лоббированием интересов крымско-татарских беженцев, с одной стороны, а также тех, кто живет в Крыму, с другой. Ведь сами жители Крыма не имеют возможности свободно выражать свои политические взгляды. При этом иногда возникает недопонимание или недоверие по отношению к нашим молодым сетевым инициативам. Никто никогда не намеревался создать, например, конкуренцию органу национального самоуправления крымских татар, Меджлису, или как-то противодействовать Всемирному конгрессу крымских татар. Молодые инициативы скорее видят себя как поддерживающие и сопровождающие сети для более крупных организаций, поскольку ни у Меджлиса, ни у Всемирного конгресса крымских татар нет возможности и ресурсов организовывать мероприятия и налаживать связи в небольших регионах Чехии или Германии. Зато политическое лоббирование может быть успешнее, если оно ведется децентрализованно, с участием молодого поколения и с использованием новых форматов. Всегда в интересах дела и никогда как конкуренция. Это, вероятно, еще и вопрос конфликта поколений. Например, в Германии объединились две сетевые инициативы – Крымский культурный центр «Кермен» и Ассамблея крымских организаций или крымских партий. Мы стремимся создавать синергию, объединять людей, проводить локальные мероприятия и находить партнеров, которых невозможно курировать ни из Крыма, ни из Киева. Локальная региональная работа в интересах крымских татар осуществляется в сотрудничестве с украинскими и немецкими НКО и местными политиками, муниципальными деятелями. Сейчас много говорится о возможном мирном соглашении между Россией и Украиной. В этой связи упоминается и вопрос о будущем Крыма. Какой месседж вы бы послали европейскому руководству касательно судьбы аннексированного полуострова? Я тюрколог, а не политолог, но, конечно, мы обсуждаем эти вещи и каждый день видим ужасные новости. Еще с 2007, 2008, 2011 годов мы встречались с крымско-татарскими политиками из Меджлиса в МИД ФРГ, в канцелярии федерального канцлера, в МВД ФРГ и так далее. Всегда предупреждали, что Будапештский меморандум – это всего лишь Филькина грамота, и к ней не относятся всерьез. Будапештский меморандум – это межгосударственный документ 1994 года, в котором Россия, Великобритания и США предоставили Украине гарантии безопасности в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Документ обязывал подписантов уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, воздерживаться от угрозы силой или ее применения против нее, а также добиваться действий Совета Безопасности ООН в случае агрессии против Украины. Я считаю, во-первых, что это большой европейский и трансатлантический позор, что Будапештский меморандум не был реализован на практике. Во-вторых, если бы сейчас согласились с такими трампистскими мирными планами, то этим поощрили бы политические силы, которые рассматривают геополитику как право сильного, и неоимперская политика России поощрялась бы. Как это решить в данный момент, я тоже не знаю. Но одно социологическое правило говорит:
Ни одна диктатура не живет вечно, и это дает надежду для нового поколения. Вы сказали, что являетесь тюркологом. Означает ли это, что ваша организация реализует проекты не только о крымских татарах, но и о других тюркоязычных народах? На данный момент мы сосредоточены на крымско-татарских проектах, но, конечно, мы продолжаем работать и с якутами, долганами, тафаларами, уйгурами, с волжскими татарами, башкирами и так далее. У нас есть контакты с татаро-башкирскими культурными центрами в Риге, Таллине, Вильнюсе. Мы поддерживаем связи с башкирской оппозицией, речь о Башкирском национальном политическом центре, который находится в Литве, и так далее. То есть контактов много, но наши ресурсы, как кадровые, так и финансовые, ограничены. Поэтому до освобождения Крыма мы сосредоточены именно на нем. А вы получаете финансовую поддержку от правительства Германии или, возможно, от каких-то НКО? Да, наша проектная работа устроена так, что мы подаем заявки на финансирование в различные фонды. Иногда получаем спонсоров или проводим краудфандинговые акции. Но государственной поддержки в этом смысле у нас нет. Речь идет о независимом институте культуры и технологий, обществе защиты угнетенных народов. У них есть свои члены, свои доноры. И было бы замечательно продолжать работать и подавать заявки на крупные проекты в такие фонды, как фонд Volkswagen, фонд Thyssen, то есть промышленные фонды, а также культурные фонды, включая и государственные. VW, Volkswagen, известный автопроизводитель. У него есть Volkswagen Stiftung, фонд, поддерживающий научные и культурные инициативы. ThyssenKrupp, металлургия и промышленность. Через Thyssen Stiftung также финансируются образовательные, культурные и научные проекты. Сегодня мы говорили с директором Института кавказских, татарских и туркестанских исследований ИКАТАТ Мисте Отто Прикке, а также с его коллегой Эльнарой Нуриевой-Летовой. Это проект «Наизнанку». С вами был Рамазан Алпаут, редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода». До новых встреч!